Аяна Албогачиева пришла со своими учителями и одноклассниками в городской парк на праздник по случаю десятилетия со дня присвоения Малгобеку почетного звания города воинской славы. Девочка недавно вступила в ряды юноармейцев, и ей очень интересна военная тематика. Я хотела бы все праздники посвящать, посвященные городу Малгобеку. Хотела бы поздравить его, желаю ему всего самого хорошего. Я все буду делать, чтобы он был еще лучше, краше и красивее. Кроме нарядных юноармейцев, здесь присутствует глава города, представители горсовета, школьники и их учителя, гости и жители города воинской славы. Торжественно открывая митинг, глава города Шарпудин Мамилов отметил, что Малгобек отмечает две знаменательные даты – 84-летие основания Малгобека и первый юбилей со дня присвоения почетного звания. Это по-настоящему великая дата как для города, так и для всей республики. Для жителей города Малгобек это не просто дата, это не просто какой-то указ очередной, мы это все воспринимаем как личную гордость, гордость за наш город, гордость за те подвиги, которые совершили наши предки, благодаря которым мы сегодня можем стоять здесь, на этой площади, у этого памятника. Я вас всех поздравляю. Это действительно величайшая дата, которую будем помнить, чтить, пока мы все живы. Также перед собравшимися выступил Мухмадхан Алиханов, который 10 лет назад замещал должность главы администрации Малгобека. Именно он принял грамоту от Владимира Путина с почетным званием города воинской славы. В грамоте были написаны такие слова: за мужество, храбрость. Вот в действительности доказывается, что эта репрессия, все это было незаслуженно для нашего народа. Мы были и остаемся героями России, своего Отечества. Я хочу поздравить всех малгобекчан, гостей нашего города, с Днем города, с 10-летием присвоения города Малгобек, заслуженно города воинской славы. От всей души хочу поздравить вас с этим большим праздником, передать слова поздравления от председателя парламента Республики Ингушетия Евлоева Зелимхана Султана Хамидовича, пожелать вам успехов, благополучия, новых трудовых свершений. Ведущие рассказывают гостям праздника об истории города и о тех нелегких временах, которые пережили малгобекчане, многие из которых были участниками Великой Отечественной войны. Более 20 тысяч ингушей воевало во время Второй мировой, 5 тысяч из которых были уроженцами Малгобека. Благодаря им некогда нефтяной центр сегодня носит звание города воинской славы. Заслуженные признания того, что сделал Малгобек в годы Великой войны, для малгобекчан, я думаю, и для всей республики очень важно. Поэтому мы радуемся тому, что мы живем здесь, мы радуемся тому, что у нас хорошие люди, мы радуемся тому, что вообще мы имеем возможность праздновать. Я бы хотела поздравить от всей души своих горожан, потому что я не родилась, но я живу и считаю себя жителем города Малгобека. Я хочу поздравить со всеми вот этими праздниками, пожелать всем здоровья, успехов. Конечно, хотел бы поздравить в первую очередь всех малгобекчан и всех жителей республики, потому что для нас, для всех, для Ингушетии это большой праздник. Это наш первый юбилей, нам 10 лет. После официальной части начались массовые гуляния, музыка, стол с угощениями, интеллектуальные игры. А тем временем в средней общеобразовательной школе номер 3 проходит открытие Центра молодежного инновационного творчества «Реновация». Это уже второй филиал реновации в нашей республике. Согласно указанию главы Ингушетии Юнусбека Евкурова, до конца этого года в каждом городе республики планируется открытие таких центров. Основная ценность, наша основная ценность – это инвестиции в будущее. И мы все это понимаем. И сегодня, когда наши дети занимают призовые места на различных соревнованиях на федеральном уровне, конечно, мы этим гордимся. Мы понимаем, что у нас очень талантливые дети.
Новый филиал – это та площадка, где есть все необходимое инновационное оборудование для того, чтобы дети могли воплощать в жизнь все свои фантазии в инновационном плане. Новое оборудование максимально адаптировано для детей. В век цифровых технологий обучение детей работе с таким оборудованием лишь вопрос времени, отметил руководитель центра. Есть такая структура, которая называется Агентство стратегических инициатив. И эта структура, это федеральная структура. Ее гендиректор был буквально год назад у нас, он был на нашем проекте вместе с головой исполнителем. Они разработали очень интересный документ «Атлас будущих профессий». Вот через 10 лет огромное количество профессий, которые сегодня для нас в порядке вещей, уйдет, и их заменит огромное количество профессий. Все профессии практически связаны с IT. Красную ленту перерезает министр экономического развития и глава города. Зайдя в этот кабинет, кажется, что попадаешь в будущее, где роботы наравне с человеком правят миром. Главная гордость – принтер 3D-моделирования, который печатает любые творческие и инженерные решения. К примеру, вот такие предметы. Есть и 3D-сканер, позволяющий сканировать даже человека и распечатать в виде статуэтки. Но больше всего внимание зрителей привлек робот-гироскоп. Гироскоп за счет датчика, смотрите, он прям равновесие будет сам поддерживать. Его может толкнуть, то есть он сам автоматически за счет датчиков гироскопических. Открытие такого центра, безусловно, является уникальной возможностью для школьников развиваться в сфере IT-технологий. Дети с большим интересом осматривают гаджеты, которые они до сих пор видели только по телевизору, и многие из них уже собираются связать свою жизнь с программированием. Я очень рад, что нам дали возможность учиться в этом классе. Мы очень давно хотели идти ногу со временем. И благодарим за такую возможность. Мне очень понравился этот класс, как собирать роботов, как программировать их, задавать нужные функции, чтобы они это делали. В центре обучение будет проходить по нескольким направлениям. 3D-моделирование, электроника и робототехника. Основной задачей тренеров является подготовка детей к различным соревнованиям, таким как RoboFest и Junior Skills. Дети занимаются на базе конструкторов Lego Mindstorm 3-го поколения. Это конструкторы Lego, которые можно программировать различным образом, можно конструировать различным образом. Модели конструкторов роботов ограничены только фантазией детей. Для развития этой фантазии нужно лишь желание учащихся. Новый центр послужит для детей хорошим стартом в большой мир IT-технологий. Юсуп Гелесханов, Магомед Дидигов, Новости 24.